Заболели, как отопление строили. Семья Голомаревых утепляется как может. Глеб и его сестра Ева в доме ходят в унтах. Плитка целый день стоит включенной, а на двери висит одеяло, чтобы квартиру не продувало насквозь. Моя сестренка очень сильно замерзает, ночью пинается. Одеялами мы закрываемся целых 3 одеяла, чтобы не было холодно. Вот сегодня, когда я ходил на улице около котельной, там все люди ходили и жаловались. Тепло в дома жителей Тулагина в этом году поступило раньше установленных сроков и ничего не предвещало беды. Но с наступлением холодов столбики внутренних термометров резко стали падать вниз. Причиной тому ремонт в центральной котельной. Вообще ремонт как можно было начинать посреди зимы? Возмущению нет предела. Люди в буквальном смысле оккупировали здание центральной котельной. Затеянный ремонт посреди зимы оставил без тепла десятки домов. По словам жителей, с конца октября их кормят пустыми обещаниями. Сейчас подачу тепла в 6 социально значимых объектах и жилых домах обеспечивают 2 резервных газовых котла. С установкой новых 4 дизельных котлов проблема должна устраниться. Ремонт в центральной котельной продолжается с лета. Замена всех котлов должна была быть завершена до начала отопительного сезона. Но из-за проблем с доставкой оборудования коммунальщикам пришлось сдвинуть сроки. В связи с тем, что с поздним поступлением оборудования, мы сейчас в данный момент работаем на старых 2 котлах. На данном этапе реконструкции практической тепломеханической части все закончено, газовой части тоже закончена. Точная дата полного запуска новых дизельных котлов все еще неизвестна. Пока мороз усиливается, жителям Тулагина приходится терпеть и утепляться всеми возможными средствами. Владимир Судолов, Роберт Набиев, Вести, Тулагина.